Ни для кого не секрет, что на территории Наурского района в 1942 году шли ожесточенные бои. Тому свидетельство многочисленные останки солдат и боеприпасы, которые находят и сегодня. По официальным данным, на территории Наурского района захоронено более 1000 солдат. Именно здесь был рубеж, который не смогли преодолеть фашистские захватчики. Начался сегодняшний праздник шествия. Это самый главный праздник для нашего района. И сегодня вот наши дети, многие дети, более 200 человек, дети пришли с фотографиями своих предков, своих дедов, отцов, бессмертный полк, которые погибли, значит, защищая нашу Родину. Независимо от национальности, независимо от вероисповедания. Мы единый народ, мы единый российский народ. И только так, и только, значит, этим мы можем доказать мощь России, и только этим мы можем доказать всему миру, что мы есть та страна, которая победила во Второй мировой войне. Здесь собрались практически все жители станицы от мала до велика. Каждый из гостей принес фотографии своих дедушек, которые в далекие 40-е спасли страну и весь мир от фашизма. Присутствуют здесь и сами виновники торжества, ветераны. Для них развернули целую концертную программу. Торжественное мероприятие проходит около памятника Победы. Здесь можно понаблюдать за результатами работ поисковых групп. Например, этот миномет 1942 года был найден только в этом году. Теперь он является достоянием местного музея. После минуты молчания участники акции возложили цветы к вечному огню. День Победы, как он был от нас далек, как в Москве потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. После торжественного мероприятия люди долго не расходились, делились впечатлениями и поздравляли друг друга с 70-летием Великой Победы. Луиза Хатуева, Султан Умаров. Новости.